Здравствуйте, добрый день. В 1999 году я познакомился с директором французского национального музея преистории Жан-Жак Клеймер. Мы разговаривали о том, что 20 тысяч лет назад в эпоху последнего оледенения климат в Европе был таким же, как сейчас в Сибири. Морозы в районе нынешнего Парижа достигали зимой минус 50 градусов. Пища древних европейцев состояла на 80% из оленины, и их образ жизни напоминал традиционную жизнь охотников с севера Сибири. Земледелие появилось примерно 8 тысяч лет, и доля оленины постепенно упала до нуля. Поэтому возникла идея организовать постоянно действующую выставку «Человек и олень» с экспонатами из Европы и Якутии. Мэр города Эзи, где находится Национальный музей предыстории, Филипп Лагард выразил готовность инвестировать около $2 миллионов на строительство здания с центральным выставочным залом в 250-300 квадратных метрах о культуре древних и современных охотников на северного оленя, залом в 50 квадратных метрах для выставки о современной Якутии, игровым и лекционным залами по 50 квадратным метрам и магазином северных сувениров, тоже в 50 квадратных метрах. Всем этим должна была ведать муниципальная фирма. Через Эзи каждый год проходит более 800 тысяч человек, но в основном летом и во время каникул. В остальное время город довольно пуст. Поэтому мэр заинтересовался возможностью создания центра, способного привлечь в течение учебного года автобусные экскурсии школьников. Таким образом началась разработка проекта Эзи, не требующая от Якутии ни одной копейки и наоборот, сулящая доходы, например, от реализации сувенирной продукции, CD-ROM и DVD по северной тематике, компьютерных и настольных игр с оленями и преследованием, пропаганды туристических маршрутов. В апреле 2008 года я поехал в Якутск с французской делегацией и передал дело в руки созданной для этого проекта рабочей группы. Доработка проекта замедлилась из-за создания в Эзи нового Национального музея предыстории, последней великой стройки президента Миттерана, с привлечением большого количества фирм и других партнеров, а также из-за нерасторопности якутских членов, созданной в Якутской рабочей группы. Часть финансирования проекта Эзи должно было быть получено от департамента Дордони региона Аквитания, поэтому региональные власти хотели приезда якутских чиновников высокого уровня, чтобы убедиться в желании Якутии установить межрегиональные культурные, научные и деловые связи вокруг этого самоокупаемого проекта. Однако приезд весной 2003 года правительственной делегации во главе с вице-президентом не состоялся, ибо в назначенное для визита время Акимова вызвали на совещание в Москву. В 2004 году произошли очередные региональные выборы во Франции, к власти в Дордоне и Аквитании пришли другие деятели. Таким образом, проект Эзи не был реализован из-за медлительности якутских партнеров и недееспособности чиновников. Для участия в проекте Эзи с французской стороны был привлечен Кристиан Норманд, с которым мы продолжаем дружить с тех пор. Кристиан был инструктором по стрельбе французской армии, разбирается в вооружении всех времен. Он участвует в соревнованиях по метанию старинного оружия. Норманд является специалистом по выживанию в дикой природе, знает более 100 методов добывания огня, изготовления орудий охоты из подручных материалов, разбирается во всех основных видах съедобных и лекарственных растений. Благодаря Норманду с 2012 года в городе Дрё проводятся международные соревнования по изобретенному мною биатлону Жипта, сочетающего стрельбу с упрощенной версией игры Жипта. Мы убедились, что биатлон Жипта, придуманный мною в 1998 году, имеет все шансы стать новым популярным видом спорта не только в Якутии, стране мелких стрелков, но также распространиться по всему миру, особенно среди вооруженных сил, полиции и охотников. Соревнования 2012 года сопровождались катанием по улицам города Дрё на машинах времен Второй мировой войны из коллекции Ассоциации коллекционеров военных машин. Ура! Ура! Gatour de poursuivant Yakut. Hola. Bidilam. Uma tükkanı kes.
На охотничьем горне играл граф Франсуа Пайн де ла Грандюре из старинного рода, которому принадлежал основатель рыцарского ордена темплиеров Гюго де Пайн. Граф является руководителем одного из самых современных тиров Франции возле города Гавра. Посмотрите, как мы с ним обсуждаем перспективы развития биатлона Жипта. Je suis très impressionné donc, par vos installations. Ah oui, ça tout le monde. Oui, voilà. Et donc effectivement, c'est absolument, je pense, une des meilleures stands de tir de France. Actuellement, oui. Actuellement, oui. C'est pas le plus grand, mais c'est le mieux conçu et en tout cas le plus adapté et fonctionnel. Oui. Donc je suis donc heureux que vous souteniez cette idée d'organiser chez vous. Donc, il n'y a aucun souci, on va voir ça avec Christian. De toute façon, je crois que vous habitez en France. Oui, oui. Donc c'est pas compliqué pour se voir. Oui. Donc espérons que ce nouveau sport biathlon intellectuel, qui est bien testé en Sibérie, en Mongolie, en Kazakhstan, donc sera... Le problème en France, c'est le côté intellectuel. Et dans quel sens? Ah, je vous laisse deviner. Non, mais je pense qu'avec tous vos, disons, comment on peut dire, nos possibilités, disons, on peut réussir, n'est-ce pas? Voilà. Et puis après ça, on m'offrira les cours de russe. Il faut que je m'y mette. Oui. Il faut que j'apprenne le russe. Et le Sahara aussi. Et aussi que, donc, vous inviterez aussi vos amis japonais un jour. Ah, c'est possible, mais là-bas, c'est un peu plus compliqué parce que les armes n'ont pas du tout le même sens et c'est très difficile d'avoir des armes au Japon. Même avec de l'air comprimé. Pour eux, c'est très compliqué. On a pensé à quelque chose aussi, nous, c'est utiliser des armes inhabituelles et qui peuvent être intéressantes aussi pour les jeunes, c'est-à-dire une version archerie et une version Sarbacane. Дрё находится в 82 километрах на западе от Парижа и является старинным городом, существовавшим еще до римского завоевания в качестве центрального поселения гальского племени Дюракасис. Кристиан Норманд родился и вырос в городе Руане, исторической столице Нормандии. Его предки со стороны отца были зажиточными горожанами, а со стороны матери – рыбаками и моряками. Норманд знает свою генеалогию с 1590 года, его предкам пришлось принять участие в многочисленных войнах, в том числе в армиях и флотах Наполеона I и Наполеона III, разумеется, и в двух мировых войнах. Сохранились некоторые медали, в том числе медаль за взятие Севастополя. Среди дальних неизвестных предков, судя по фамилии Норманд, были викинги, норманы, основавшие по договору с французским королем герцогство Нормандия в 911 году и быстро освоившие после этого французский язык и обычаи. В 1066 году они завоевали Англию, по словам Норманда, приобщили еще диковатых тогда англичан к цивилизации. Об этом событии рассказывает знаменитый гобелен из города Байо, длиной около 70 и метров при ширине в полметра. Кристиан Норманд давно живет в деревне Друази в Нормандии, является заядлым охотником, коллекционирует редкие вещи, в том числе старинные фотоаппараты и военную радиоаппаратуру.
Он охотно делится своими знаниями, пишет статьи и читает лекции. Сожалеет о времени, когда Франция имела 45 миллионов жителей, а Руан был спокойным городом, почти не знавшим преступности. Считает, что население страны слишком быстро выросло, что отражается на всех сторонах жизни. В связи с этим заметим, что в книге Лоры Мандевиль «Бунты Запада» приведены следующие данные. 64% французов думают, что иммигрантов слишком много, а 57% считают, что последние не прилагают достаточных усилий для интеграции. 69% французов думают, что мусульманская религия стремится навязать свои порядки. Другой опрос показывает, что 67% французов говорят, что они являются свидетелями процесса великой замены населения. Их суждения о существующей системе очень негативны. В то время как малые и средние предприятия и военные признаются гражданами, заслуживающими доверия, с положительными оценками в 81% и 80% соответственно. Эта цифра составляет 24% для СМИ и 16% для политических партий. Настоящая неприязнь, как в Соединенных Штатах. При этом Кристиан Норманд не видит особой опасности в эмиграции представителей более толерантных религий, иудаизма, буддизма и других. В частности, ему нравится общаться с представителями степных и сибирских народов с современным мировоззрением. В интервью, данному в 2018 году казахскому телевидению, Норманд заявил, что его поражает тенгрианство, древняя религия жителей степей, своей близостью к природе и толерантностью, что ему очень нравится, и поэтому он может уверенно заявить: «Я тенгрианец». И я могу уверенно заявить, что я тенгрианец. В современной Франции существуют люди, которые разбираются не только в юртах, но и в военном искусстве кочевников. Кристиан – профессиональный военный, побывавший во многих горячих точках мира и детально изучивший военное искусство различных эпох и народов. Как реконструктор с большим стажем, наконец, как обладатель обширного арсенала, Кристиан особо отмечает умение кочевников создавать оружие из простых вещей.